Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость из Минской церкви «Благодать» Сергей Поднюк. Сегодня мы поговорим на тему «Уверенность в спасении». Присоединяйтесь. Мир Божий всем вам, дорогие слушатели. Сегодня хотелось бы вместе с вами ответить на вопрос: может ли верующий человек знать еще при жизни, что он спасен? Этот вопрос возникал и всегда будет возникать у человека. Бог дал для нас свое записанное слово Библию, в которой Он дает на этот вопрос свой авторитетный и исчерпывающий ответ. Было бы очень странно, если бы Библия, основной темой которой является наше спасение, лишила бы нас должного ответа или бы дала его нам так, что нам приходилось бы предполагать или догадываться. Но Священное Писание достаточно авторитетно заявляет, что всякий подлинно верующий человек не только знает, что он благодаря Божьей благодати спасен, но и радуется спасению и славит за него Бога. Если бы это было не так, то для чего тогда необходимо было бы Сыну Божьему приходить в этот мир, воплотившись через рождение от Девы Марии, умереть на кресте, взяв на себя наказание за наши грехи перед Богом Отцом, а затем воскреснуть из мертвых и вознестись в славе? Для чего все это, как не для нашего вечного спасения? Вот поэтому Христос и сказал своим апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, то есть весть о спасении всей твари, то есть всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это записано в Евангелии от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Вопросу уверенности спасенных в своем спасении посвящены целые книги Библии, цель которых в том, чтобы перевести верующего человека из области людских предположений в область бесспорных фактов, достоверного знания и полной уверенности. Апостол Иоанн посвятил этому вопросу первое соборное послание. Вот заключительные слова его послания. Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Апостол не говорит: вы будете когда-то после смерти иметь жизнь вечную, вы только тогда узнаете, но он говорит конкретно: вы уже сейчас ее имеете, если вы веруете в Сына Божьего. Позже, вернувшись со ссылки на остров Патмос, единственный на тот момент оставшийся в живых из учеников Иисуса Христа, который был прямым свидетелем всего того, что Господь совершил, уже будучи очень пожилым человеком, апостол Иоанн вновь напоминает об этом в написанном им Евангелии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, который, наверное, знают наизусть все христиане. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Об этом писали и другие апостолы. Библия учит, что главным мотивом Божьего спасения является восстановление нарушенного грехом общения человека с Богом. Спасение было необходимо и для израильского народа, имевшего закон и заповеди, и для язычников, которые были чужды этого закона. И это спасение совершил для всех людей Иисус Христос. «Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих, то есть и евреев, и язычников, одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле перемирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это записано в послании к Ефесянам, 2 глава, 14-19 стихи. Следовательно, наше общение с Богом возможно только при наличии нашего спасения, которое совершил Иисус Христос. Итак, как может человек общаться с Богом, если он прежде не признает себя виновным, а признав, не придет к Нему за прощением и спасением? Тогда возникает вопрос: если уверенность в спасении, такая абсолютная достоверность в духовном опыте подлинно верующих христиан, тогда почему мы встречаем так много людей, которые не имеют этой уверенности и не знают, спасены ли они или нет? И в ответ на этот вопрос, спасен ли ты, он говорит: не знаю, Господь разберется. Отвечая на этот вопрос, можно указать на несколько причин, почему люди не имеют уверенности в своем спасении. Во-первых, человек не имеет уверенности в своем спасении, если он осознанно не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Как может человек иметь уверенность в спасении, когда он не принял того, кто дает это спасение? Спасенным невозможно стать просто по принадлежности к христианской вере, по традиции, или просто только лишь потому, что ты родился в христианской семье. Принятие Христа — это всегда осознанный выбор человека и личное обращение ко Христу. Во-вторых, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что получение спасения они представляют как нечто ими заслуженное, как награду, которую Бог должен будет им дать после смерти за их святой характер, за добрые дела, за непорочную жизнь на земле. И на вопрос, где вы будете проводить вечность, в раю или в аду, эти люди говорят: а кто знает, все от Бога зависит. Что заслужил, там и буду. Человек, стремящийся заслужить свое спасение, никогда не будет иметь уверенности в нем. Бог не дает человеку спасения за заслуги. Бог спасает не тех, кто заслужил, а тех, которые приняли Его, Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. В-третьих, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что они не пережили того, что Библия называет рождение свыше. Это те люди, которые по своей природе религиозны, но они удовлетворяются лишь просто внешней обрядовой стороной христианства. И этим они несознательно пытаются заменить истинные духовные переживания, которые необходимы для уверенности в спасении. Христос предъявляет всем желающим спасения одно и то же требование – должно родиться свыше. Родиться не на плотском, а на духовном уровне, когда дух человека возрождается Богом для общения и жизни с Ним. Человеку необходимо стать членом тела Христова, Церкви, поэтому невозможно быть уверенным в своем спасении, если не выполнено это условие Божьего Слова. Иисус ясно сказал об этом в беседе с Никодимом. «Рождение от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Это записано в Евангелии Иоанна, 3 глава, 6-7 стихи. В-четвертых, многие люди не имеют уверенности в своем спасении, потому что они умаляют свидетельство Слова Божьего и не вполне доверяют ему. Они больше полагаются на людские мнения, на свои взгляды, чем на Слово Божье. И вместо того, чтобы сказать: «Я верую, что я спасен, потому что так написано в Библии, потому что так говорит Господь», эти люди говорят: «А у меня нету личного какого-то ощущения, у меня еще не выработано личное мое мнение по этому поводу». Или же говорят: мои деды там или прадеды верили вот так, они учили вот так вот, мое убеждение вот в этом, и вы меня не переубедите. И тогда возникает вопрос: может ли Бог дать уверенность в спасении человеку, который отрицает Божий путь спасения и то, что говорит об этом Бог в своем слове Библии? В-пятых, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что после молитвы покаяния они все еще продолжают жить в каком-то сознательном грехе. Такой человек не может иметь от Бога уверенности в спасении, потому что он не оставляет тот грех, который есть в его жизни, и продолжает так поступать. И поскольку грех разделяет человека от общения с Богом, то, соответственно, и будут эти проблемы, связанные с пониманием, так спасен я или нет. И пока человек не оставит этот грех, не раскается перед Богом, ему сложно будет иметь уверенность в своем спасении. В-шестых, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что, совершив покаяние и получив от Бога прощение, они ожидают от Бога какого-то особенного действия, которое даст им возможность как знамение, как чудо увидеть, что они спасены, или какое-то сверхъестественное подтверждение.
Но Писание говорит о том, что Бог, давая спасение, ожидает, что человек верой его принимает. Верит в то, что он прощен, верит в то, что он получил спасение. Вот почему апостол Павел относительно этого говорит следующее. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Мы ходим верою, а не видением». То есть мы не можем увидеть физическими глазами процесс нашего спасения, чтобы быть уверенными именно через такой путь. Но мы верою принимаем это как факт, поскольку Господь говорит нам об этом. В-седьмых, многие не имеют уверенности в своем спасении и потому, что они, можно так сказать, твердо уверовали в какие-то людские взгляды, а не в Божьи. Например, говорят так, пока человек живет в этом мире, он не может быть уверен, потому что его физическая жизнь или его, как они говорят, плоть и кровь не могут ему дать в этом уверенности. И только лишь когда человек умрет и лишится уже влияния плоти на свое духовное состояние, только лишь тогда ему откроется, так он спасен или не спасен. Но это достаточно странный взгляд. И есть много других, просто не хочется тратить время на то, чтобы все их рассматривать. Но если есть какое-то небиблейское учение, оно может повлиять на восприятие факта спасения. Поэтому необходимо помнить, что спасение Бог дает каждому кающемуся грешнику даром. И принятие спасения – это не какой-то долгий процесс, это дело, можно сказать, нескольких минут или нескольких мгновений. Можно вспомнить события, которые были связаны с распятием Иисуса Христа, и когда разбойник, который был по правую сторону от Него, раскаявшись, говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И Господь тут же ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Мы можем вспомнить молитву грешника, мытаря в храме, который говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Писание говорит, он вышел оправданным. Поэтому спасение дается в мгновение в ответ на молитву человека. А освящение, изменение его состояния – это уже процесс всей дальнейшей жизни человека. В-восьмых, многие люди не имеют уверенности в спасении, потому что они превратно понимают Евангелие или же по-своему толкуют Священное Писание. Иногда это бывает, когда человек смешивает два завета – Ветхий Завет и Новый Завет, и не усматривает разницы между законом, который был дан когда-то Богом через Моисея для израильского народа, и той благодатью, которая пришла через Иисуса Христа. И, соответственно, люди пытаются жить, с одной стороны, их по благодати через Христа, но вместе с тем говорят о том, что на их спасение влияет и соблюдение всех предписаний и требований закона, который был дан когда-то через Моисея. И, соответственно, утверждаясь на исполнении закона, в вопросе своего спасения, они тем самым лишают себя благодати Божьей, потому что в этом случае они пытаются свое спасение сделать зависимым от своих добрых дел, от всех тех поступков, которые соответствуют закону. Но нужно помнить, что, во-первых, на основании закона никто не может себя оправдать, потому что никто не может быть безгрешным. Во-вторых, Христос упразднил заповеди закона своим учением, и спасение определяется не законом, данным через Моисея, поскольку его функция была как детоводитель ко Христу, а спасение определяется искупительной жертвой Иисуса Христа, который умер за грехи каждого человека. И поэтому Писание говорит, что конец закона – это Христос, а закон лишь был путеводителем к Нему. Он дает возможность познать, что есть грех, но прощение приходит через Иисуса Христа. И поэтому закон говорит так: «Стань сначала безгрешным и святым, а потом Бог тебя примет». Но благодать говорит так, что «приди, попроси прощения, я принимаю тебя в этом случае и делаю тебя святым». В-девятых, многие не имеют уверенности в спасении, потому что пренебрегают Божьей благодатью, и свою духовную жизнь они начинают без повиновения Богу. Писание говорит так, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. И некоторые люди принимают первую половину: я же вроде бы верую, и все на этом. Но Писание говорит, нужно дальше продолжать, быть в церкви, вступить в завет с Господом через водное крещение, пребывать в нем, и тогда это укрепит нашу уверенность в том спасении, которое дал нам Господь. И в-десятых, многие люди не имеют уверенности в спасении потому, что не знают, на чем же, собственно говоря, основывается наша христианская уверенность в этом спасении. И вот здесь я хотел бы вместе с вами, может быть, более подробнее рассмотреть те доводы и факты, которые лежат в основе нашей уверенности в спасении, что мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Итак, уверенность в спасении основана на осознании и принятии верой следующих действий. Первое – это то, что Господь совершил наше искупление. Смерть Христа на Голгофском кресте служит незыблемой
основой нашего спасения. Умирая за грехи людей, Христос сказал «совершилось». Совершилось спасение всех верующих в Иисуса Христа, потому что Он взял на себя наказание за грехи всех. Апостол Павел, говоря о Христе, говорит следующее: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Второй факт – это покаяние. Наше спасение основано на факте покаяния и примирения с Богом. Было время, когда человек не считался с Богом, жил по своей воле, но настал день и час, когда Дух Божий указал ему на его греховность и подвел к покаянию. И те, кто откликнулись на этот призыв, кто вышел, может быть, во время богослужения для молитвы за покаяние, может быть, лично обратившись к священнослужителю, чтобы вместе с ним совершить молитву покаяния, или, находясь дома, сам обратился, осознавая свою греховность к Богу теми словами, которые были в сердце, признавая себя грешником и прося прощения, они, соответственно, выражая свою нужду в спасении, сожалея о своих грехах, прося прощения, совершили покаяние. И в ответ на покаяние Писание говорит, что Он, будучи верен и праведен, прощает грехи наши и принимает нас. Поэтому Христос и говорил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Поэтому покаяние – это и осознание своих грехов, это решительное отвержение прежнего мирского образа жизни и принятие того прощения, которое дает Господь. Следующее, на что указывает Писание, это обращение. Покаяние приводит кающегося грешнику к обращению. То есть обращение – это принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и желание жить дальше вместе с Ним. И поэтому, опять же, Слово Божье нам говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть покайтесь, осознайте себя грешником, попросите прощения, обратитесь, то есть будьте вместе с Ним, находитесь вместе с Ним. Поэтому обращение служит доказательством истинности покаяния. Ну и любовь. Она тоже является подтверждением нашего спасения. Любовь к братьям и сестрам во Христе. Писание говорит следующее. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». И эта любовь не просто как естественное чувство привязанности, а именно то, что дается нам от Бога. Потому что написано, что Он сроднил нас кровью Своею. И когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, то вот эта любовь к тем, кто тоже принял Его своим Господом и Спасителем, она, можно сказать, даже на каком-то сверхъестественном уровне появляется в нашем сердце и является подтверждением того, что мы пребываем в спасении. Ну и, конечно, свидетельство непосредственно самого Священного Писания. Первое послание Иоанна, 5 глава, 9 стих говорит: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем», которое выражается в чем? Что Христос пришел в этот мир и совершил спасение наше. И об этом нам говорит Священное Писание. Есть очень много текстов в Библии, которые подтверждают то, что мы спасены через Иисуса Христа. И свидетельство Божие непосредственно, в том числе в сердце нашем. Писание говорит о том, что Дух Божий, Дух Святой свидетельствует в сердце нашем, что мы Божьи. Мы не можем сказать, может быть, как это происходит конкретно, потому что в жизни каждого человека это происходит по-своему, но тем не менее мы внутри себя имеем ощущение понимания от Бога, то, что мы спасены. Почему так важно нам иметь уверенность в спасении? Ну, во-первых, уверенность в спасении стабилизирует всю христианскую жизнь человека, утверждает его, дает ему твердость и непоколебимость. И до тех пор, покуда у нас не будет вот такого непоколебимого основания, мы можем быть сомневающимися и где-то поступающими своевольно. Уверенность в спасении позволяет нам, верующим, войти в молитвенное общение с Богом и, веруя в Него, наследовать те обетования, которые Господь дает всем тем, которые приняли Его. Уверенность в спасении дает верующему силу преодолевать преграды, отвергать соблазны, побеждать искушения, противостоять дьяволу и не любить того, что есть в мире с точки зрения вот этого мирского образа жизни, но наоборот жить христианской жизнью. Уверенность в спасении, наверное, это такая первая и главная основа для освященной жизни верующего. Мы не имеем силы вести святую жизнь сами по себе, если бы не был Господь в нашей жизни. И поэтому, будучи уверенными в спасении, пребывая со Христом,
мы имеем от Него и силу, и способность вести праведную жизнь. Уверенность в спасении наполняет сердце наше чувством постоянной благодарности Господу. Наверное, остается еще один важный вопрос, на который мы должны ответить. Может ли верующий человек, получив спасение, потерять это спасение и попасть в ад? Одни верят, что спасение потерять невозможно, другие говорят о том, что это можно. Тот, кто верит, что спасение потерять невозможно, обычно основывается на тех стихах Священного Писания, которые говорят, например, как Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Поэтому кто может нас похитить из руки Божьей, если мы пребываем с Ним? Конечно же, никто. Но дело в том, что когда мы рассматриваем этот вопрос, мы должны отметить, что спасение – это не просто какая-то вещь, которую можно потерять и не заметить, как это произошло, как мы можем, например, потерять монету, которую положили в дырявый карман. Спасение – это, во-первых, безвозмездный Божий дар вечной жизни. Человек его принимает, откликаясь на Божий призыв. Бог не может заставить принять этот дар, потому что Он дал человеку свободную волю. Поэтому человек может принять этот дар или отказаться от него. Он также может принять спасение и потом через какое-то время отказаться. И это, к сожалению, может случиться с людьми. Вот почему просто так потерять спасение невозможно, но от него человек может отказаться или пренебречь им, уйдя от Бога. Вот почему апостол Павел предупреждает. Послание к Колоссянам, 1 глава, 21-23 стихи. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и невинными перед собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». То есть спасение просто так потерять невозможно, но от него можно отпасть или отказаться. И отпадение от веры или потеря спасения происходит тогда, когда человек отпадает от библейского учения и уходит в какую-то ересь. Когда человек отказывается повиноваться Богу и начинает сознательно вести греховный образ жизни, зная, что этот грех, но принципиально делая его. Или когда человек отрекается от Иисуса Христа, как от своего Господа и Спасителя. Вот в этом случае, получив когда-то спасение, человек отпадает от него и лишается его. Подводя итог, хотелось бы привести слова апостола Петра как призыв ко всем нам. Это записано 2 Петра, 1 глава, 10-12 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так открывается вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хоть вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Пусть вас Господь благословит, чтобы вы всегда были уверены в том, что вы спасены через искупительную жертву Иисуса Христа, ибо продолжали пребывать в Господе Иисусе Христе, и таким образом все более и более делали твердым ваше звание и избрание как спасенных людей. Утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Мир твердит иное. Знаю я Христом спасен, знаю я Христом спасен.
место для сомнения в сердце избранных тобой. В час минутного затмения будь на страже, пастырь мой. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное. Знаю, я Христом спасен. Знаю, я Христом спасен. Знаю я, в кого я верю, в Боге я не сокрушим. Жизнь и всякую потерю с радостью снесу я с ним. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное. Знаю, я Христом спасен. Знаю, я Христом спасен. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает. Я принят на Сион, на Сион. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное. Знаю, я Христом спасен. Знаю, я Христом спасен. Спасен. Уверенность в спасении – это тема, которая заслуживает внимания. И только у веровавших, и опытных христиан, но сомневающихся, и каждого из нас. Кто знает, кого придется поддержать или ободрять. Вопрос спасения беспокоит человека, неравнодушного к Богу. Иногда причина связана с предрассудками, ложными или ошибочными убеждениями, а иногда духовными проблемами. Если мы осознали свою греховность, покаялись, родились свыше, оставили грех, любим Бога и людей, что тогда? Надо заново прочитать евангельский текст. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна 17:3. Быть уверенным в спасении – это жить с Иисусом каждый день. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукоператор Олег Крупко и наш гость Сергей Поднюк. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. До следующих встреч и Божьих вам благословений!
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе разговор о пробуждении. Вначале, как и в прошлой передаче, мы познакомим вас с историей некоторых пробуждений, а потом поговорим о том, каким образом происходит пробуждение. Земля, земное о земном, мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лежит во мгле, так далеко от правды и от Бога. Нет времени взглянуть на небеса, в пустом бегу душой остановиться, чтобы прославить Господа Христа, перед Творцом в мольбе своей склониться. Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись. Он небо для души твоей больной откроет. И с каждым днем становится трудней, и тягостней, и злей жизнь земная, уставшие под ношею скорбей. Мы все бежим, летим, не уставая. Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись. Он небо для души твоей больной откроет. Хотелось бы рассказать о многих пробуждениях, ведь история каждого пробуждения – это важный духовный урок, который преподал Бог христианам. Наверное, начнем с пробуждения, которое охватило Англию в 1904-1905 годах. Бог излил Духа Святого на эту местность, и в течение 15 месяцев около 500 000 людей пришли к Богу. До того церкви пустовали. После этих событий переполнились. Прекратились междоусобные распри. Христиане предоставили Духу Божию возможность действовать. А началось это действие благодати Божией с молитвы одной женщины. Фред Кларк в это время был молодым пастором в церкви Уэльсе на юге Англии. Церковь его вполне устраивала. Прихожане щедро жертвовали на дело Божье, были приветливыми и общительными людьми. По воскресеньям помещение церкви было переполнено. Кларк гордился тем, что у него самая большая церковь в округе. В каждом собрании он приглашал людей к покаянию, и обычно вперед выходило несколько человек. Но в собрании была одна пожилая верующая женщина. Она имела проницательный духовный взор. Она видела то, о чем другие не догадывались. Она видела, что молодой пастор еще не имел полноты Духа Святого, и молилась о нем. Она часто говорила Фреду Кларку: «Я чувствую очень тяжелое бремя на сердце. Я всегда молюсь о вас». Кларк с раздражением слушал ее слова. Он считал, что все вокруг идет прекрасно. Какое же бремя лежало на ней? Женщина ответила, что тысячи вокруг блуждают без Бога, и народ все дальше отходит от Него, и это побуждает ее молиться.
Однажды Кларк ощутил особую тяжесть на сердце и решил пойти к этой сестре. Она вышла навстречу с радостным лицом и сказала: «Пастор, придет великое пробуждение. Дух Святой наполнит вас и многих других. Господь даровал мне уверенность, что пробуждение будет». И вскоре после этого у Кларка произошел перелом во взаимоотношениях с Господом. Он отдался Ему полностью, и Дух Святой излился на него в большой силе. Это не были непонятные языки или какие-то неизвестные явления. Дух Святой возбудил в нем сострадание к погибающим душам. Он почувствовал побуждение молиться о них. Упав на колени, Кларк впервые горько рыдал о погибающих людях, молился, чтобы Дух Святой сошел на членов церкви и на окружающих людей. Бог чудным образом начал свои действия. Люди падали на колени и молились о прощении грехов. Жившие во вражде шли примиряться один с другим, исповедовали свои тайные грехи. Многие покаялись и обрели спасение и радость. Освящение церкви положило начало пробуждению в Уэльсе. В течение 6 недель 20 000 человек пришли к Господу Иисусу и приняли Его как личного Спасителя. А теперь хочу рассказать вам о моем собственном духовном опыте. Мне посчастливилось бывать на некоторых собраниях, где Господь действовал с большой силой. Помню молодежное общение в 80-х годах в горах Средней Азии. Я не помню и не знаю, сколько часов продолжалась непрерывная молитва. Я только обратил внимание, что началась она, когда солнце находилось еще высоко, а встали с колен мы в сумерках. И эти часы пролетели, как несколько минут. Никто, кроме Духа Святого, не побуждал молиться. Кто-то каялся впервые, кто-то нуждался в восстановлении охладевших взаимоотношений с Богом. Но рассказать я хочу не о таких громких пробуждениях, когда каялось все собрание, а о тихом веянии Духа Божьего. Это было в годы моей юности. Мы были довольно активными молодыми христианами. У нас был знаменитый в те времена оркестр, я играл в нем. Мы участвовали в евангелизационных служениях, пели в молодежном хоре, проводили разборы слова. Казалось, что еще можно было желать? Но Бог открыл нам истинное положение вещей и показал это не через обличение, а через необъяснимый дар своей благодати. Я и мои друзья, мы до сих пор не можем понять до конца, как все это произошло. Наверное, это был ответ на чьи-то молитвы. Но в какой-то момент у меня и у моих друзей произошел коренной перелом в духовной жизни. Общение с Богом стало не религиозной традицией, а жизненной необходимостью. После разборов, репетиций или даже второй смены работы мы спешили на совместные молитвы. Обычно они начинались с того, что мы обсуждали прошедший день. Кто-то рассказывал ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться. Вот я поступил так. Правильно ли это? Мы открывали Библию и рассуждали об этом вопросе. Если это был правильный поступок, мы благодарили Бога. Если нет, просили у Него прощения. Все неправильные дела или грехи открывались перед Богом. Каждый делился тем, что Господь ему открыл в этот день при чтении Библии. И это не происходило по назначению. Вот сейчас ты расскажешь, а потом ты. А деловые вопросы молодежной жизни решались в конце и очень быстро. Нужно что-то сделать. Кто возьмется? Сразу же кто-то ответит: я. Или представьте себе такую картину. Встретились на дороге 3 водителя. А в те годы это была одна из наиболее доступных профессий для верующих. Кстати, потом это были директора миссии, пастора, церквей. Так вот, молодые люди вышли из своих грузовиков и о чем-то говорят. И вы знаете, о чем они говорят? Ты знаешь, я сегодня прочитал из Библии. Вот что Бог сказал мне. Другой также делится своими откровениями. Они говорят, и им трудно расстаться. Поймите,
Это не было что-то наигранное, организованное. Это было сердечное движение. Мы не играли в примерных христиан, не выдумывали какую-то новую духовную практику. Это было нашей естественной духовной жизнью. Особенная близость с Богом, жизнь в соответствии со Словом, молитва и служение соединились в новый для нас духовный опыт. И это был ясный и чистый огонь в душах, свет, который преобразил всю жизнь. Может быть, кому-то это все покажется несущественным, но вот в моей душе это осталось как самое дорогое, как эталон христианской жизни, как эталон взаимоотношений с Богом. Как видите, пробуждения бывают разными. Иногда это события исторического масштаба, а иногда они происходят в жизни одного или нескольких человек. Но в любом пробуждении происходит одно важное событие. Между человеком и Богом устанавливаются правильные взаимоотношения. Духовная жизнь человека обновляется, и Дух Святой начинает действовать через пробужденного человека в мире. А теперь перейдем к основному вопросу нашей беседы. Каким образом происходит пробуждение? Некоторое время тому назад были очень популярны антикризисные программы. Различные партии, блоки или отдельные политики выдвигали свои рецепты преодоления экономических или политических кризисов. Подобное происходит и в духовной сфере. На моей книжной полке находится не один десяток книг, в которых содержатся советы, как сделать церковь преуспевающей. Нет недостатка в современных технологиях, рекомендациях, исследованиях. Но проблема не только в том, что трудно выбрать самую лучшую рекомендацию из такого множества. Я не имею права и не хочу подвергать сомнению чей-то опыт, но все же, если смотреть на общую духовную картину как мира, так и христианства, можно с горечью сказать, что воз и ныне там. И все же я хочу предложить вам одну антикризисную программу. Эта программа уникальная, и вы не найдете ничего подобного ни в одном пособии или учебнике. Это антикризисная программа пророка Иаиля. Если у вас есть возможность, откройте, пожалуйста, эту книгу Библии. Она небольшая, всего из 3 глав. Мы можем процитировать только некоторые тексты из этой книги, а вы можете увидеть сами гораздо больше. Господь обратил мое внимание на эту книгу несколько лет назад. Я раньше неоднократно ее прочитывал, но однажды ясно увидел в ней важные библейские принципы духовного возрождения. Итак, коротко о сюжете книги. Это пророчество было написано в дни страшного бедствия, которое поразило Израиль. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки. Цветущая земля превратилась в черную пустыню. 2 глава говорит о том, что кризис становился все глубже и глубже. С севера приближается полчища врагов. Израилю грозит полное опустошение. 10 стих 2 главы говорит о вершине бедствия. Потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Это все. Темная бездна отчаяния. Но этот непроглядный мрак пронзает тонкий луч света. Бог говорит, что не все потеряно. Из этого глубочайшего кризиса есть выход. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим. И дальше Господь говорит, каким способом кризис может быть преодолен. Программа пробуждения состоит из 2 главных частей. Первая часть – это то, что должны сделать люди. В книге пророка Иаиля эта часть изложена с 12 по 17 стихи 2 главы. Вторая часть – это Божий ответ на молитву людей. Давайте
более подробно, насколько нам позволяет время, рассмотрим эти две части. Итак, что должны предпринять люди, находящиеся в духовном кризисе? Во-первых, они должны признать, что находятся в кризисе. Прежде чем молиться о пробуждении, нужно увидеть свое духовное состояние глазами Бога. В книге пророка Иилия это выражено так: «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или во дни отцов ваших?» Другими словами, Господь призывает внимательно исследовать свое состояние. Откройте Библию и внимательно прочитайте, каким Бог желает видеть каждого христианина, какой Он предназначил быть церкви, какую силу Бог обещает своим детям. Сравните это со своим состоянием. Любите ли вы Бога всем сердцем, всем разумением и всею душою? А как насчет ближнего? Не владеют ли вами грехи? Послушны ли вы Духу Святому? Проявляется ли Его сила в вашей жизни? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, нуждаетесь ли вы в пробуждении. И далее Господь говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему». Помню, когда Господь впервые обратил мое внимание на этот текст, я относил все, о чем здесь говорится, к обществу, к церкви. Почему-то пробуждение представлялось мне коллективным действием. В моем воображении рисовалась следующая картина. Вся церковь плачет о своем состоянии. Начинаются посты, все искренне просят Бога, чтобы Он их помиловал. Но, конечно, среди них и я. Но Господь снова и снова различными способами обращал внимание мое на эту главу. Я даже стал недоумевать, что бы это все значило. Я уже почти ее знаю всю наизусть, каждое слово. Я стал спрашивать у Господа, и вскоре после этого понял, в чем дело. Господь указал мне на очень важную истину, которая прежде ускользала от меня. Кому Господь говорит обратиться всем сердцем в посте, плаче и рыдании? Кто должен раздирать сердце свое? Общество, церковь или я лично? Господь показал мне, что пробуждение должно начинаться с меня. Не скажу, что эта мысль меня очень сильно вдохновила. Подспудно во мне жило желание, чтобы сначала огонь пробуждения загорелся где-то, и я, безусловно, тогда к нему присоединюсь. Быть первым? Чтобы началось с меня, а если не поддержат? Я буду белой вороной? Но Господь ничего другого не предлагает. Если ты хочешь пробуждения, знай, что Господь хочет начать его именно с тебя. Однажды пастор, неудовлетворенный своим служением, поехал в общину, где было пробуждение. Там он рассказал местному служителю о своих проблемах и попросил разрешения побыть с ними 2 недели, чтобы увидеть, как они собираются, как молятся, как планируют работу. А то моя община такая черствая, нет в ней никакой духовной жизни, жаловался он. Выслушав его, этот пастор сказал: «Тебе не нужно оставаться здесь 2 недели. Я уже сейчас могу сказать, что ты должен сделать. Возвращайся домой, зайди в свой кабинет, вынеси оттуда все, что там находится. Затем сядь на пол и нарисуй вокруг себя мелом круг. После этого начни искренне и серьезно просить Господа, чтобы Он послал пробуждение именно в этот круг». Этот человек так и сделал. Он смирился и поступил по совету пастора, вернулся домой и стал молиться, чтобы Господь начал свое дело с него. И Господь ответил на эту молитву. После личного покаяния следует покаяние общества. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ,
Созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Для чего будут говорить между народами: «Где Бог их?» В покаянии присутствует очень важный элемент. Люди должны надеяться не на силу своего сокрушения, не на свои слезы, а на милосердие Бога. И после искреннего покаяния в действие вступает вторая часть программы пробуждения. Это Божий ответ на молитву людей. И тогда возревнует Господь о земле своей, и пощадит народ свой, и ответит Господь. Божий ответ на молитву сокрушенного сердца поражает своей мощью и величием. Я представляю себя на месте кающихся, несчастных израильтян, одежды которых разорваны, головы посыпаны пеплом. И тут они слышат такие огромные Божьи обетования. Господь говорит и не останавливается. Он обещает изобилие, защиту, мир, благоденствие, а главное, подтверждает незыблемость своего завета. «Я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Но это еще не все. Господь говорит: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего». О Господи, как Ты велик, как велико Твое милосердие, как велика Твоя верность, как прекрасно Твое воздаяние. Есть еще один важный момент. Господь еще только дает обетование восстановления, то есть они еще не осуществились, но Он уже призывает людей радоваться, как будто все это произошло. И это открывает великое значение веры. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Обетование Божие принимается и воплощается верой. Хотелось бы подытожить сказанное. В описании пробуждений люди чаще всего обращают внимание на вторую часть пробуждения, на Божий ответ. Он выражается в обильном излиянии благодати Божьей, в особом действии Святого Духа. И христиане, молясь о пробуждении, нередко просят у Бога, чтобы Он сделал и у них что-то подобное. Стоит ли удивляться, что такие молитвы остаются без ответа? Пробуждение начинается с глубокого сокрушения о своем состоянии, с осознания духовной нищеты. Пробуждение выражается в искреннем желании восстановить нарушенные взаимоотношения с Богом, в ревности о том, что Божье имя не прославляется так, как оно должно прославляться. Пробуждение начинается в слезах, на коленях, но результатом его является торжество. Вы будете славить имя Бога вашего, который дивное соделал с вами. Господь, открой глаза нам, Господь нас пробуди и помоги увидеть самих себя внутри. Как много равнодушия, как много пустоты. Всевышний, помоги нам, мы молим, помоги. Великий Бог, помилуй нас. Тебе мы молимся сейчас. Великий Бог,
наши сердца к себе, Владыка, обрати. Мы пред Тобой ничтожны, мы пред Тобой, как прах, а Ты, всесильный Бог наш, заботишься о нас. Ты нас благословляешь во всех наших путях, а мы, осуетившись, забыли про Тебя. Великий Бог, помилуй нас. Тебе мы молимся сейчас. Великий Бог, нас пробуди, наши сердца к себе, Владыка, обрати. Жаждем возвратиться в присутствие Твое, признать Твое величие, бессилие свое. Мы жаждем очищения от всех своих грехов. Пошли освобождение, свободу от оков. Великий Бог, помилуй нас. Тебе мы молимся сейчас. Великий Бог, нас пробуди, наши сердца к себе, Владыка, обрати. Помилуй нас. Тебе мы молимся сейчас. Великий Бог, нас пробуди, наши сердца к себе, Владыка, обрати. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Мир вам, дорогие друзья! Рад новой встрече с вами. Сегодня мне хотелось бы поговорить о таком понятии, как церковная дисциплина. Да, принадлежность к церкви связана с некоторыми обязательствами и ответственностью друг перед другом. И один из инструментов, регулирующих порядок и отношения в церкви – церковная дисциплина. Мера пресечения грехов для исправления согрешающего и восстановления его отношений с Богом и церковью. Прочитаем один из ключевых текстов, связанных с церковной дисциплиной. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Может, стоило бы прочитать до конца главы. Христос в следующем предложении заявляет, что решение на земле связано с решением на небе. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Это касается, видно, решений, связанных с церковной дисциплиной. Они имеют судьбоносное значение. Если, конечно, мотивы чистые и решения принимаются на основании Писания. Затем Иисус говорит о молитве и своем присутствии. Опять же, в контексте церковной дисциплины. Христос там, где 1 или 2 обличают согрешающего брата. Далее, чтобы не слишком увлекались дисциплиной, не рубили с плеча, о прощении до 70 раз. В унисон звучат и предшествующие стихи, где написано о Божьей любви к погибшим. Ведь Бог не хочет, чтобы погиб хоть один из малых сих. Церковной дисциплиной порой пренебрегают или же злоупотребляют. Тому причиной недопонимание библейского учения в отношении дисциплины, неуверенность в том, какие грехи требуют наказания и какого. Бывают, смущают и последствия дисциплины, не повредим ли мы споткнувшемуся брату. Надо снисходить человеческой немощи. Тем более милость превозносится над судом. Потом, дисциплину иногда считают проявлением жестокости, бессердечия, воспринимая ее как наказание. Кто-то заметил даже, ни одна армия не поступает с ранеными так, как это делает церковь. Она их добивает. Понятно, есть случаи злоупотребления дисциплиной. И дисциплина содержит в себе элемент наказания. Но ее цель не добить, а исправить, спасти, возвратить к Богу. Дисциплина, как воздух, нужна церкви для поддержания порядка и создания условий здорового развития церкви и каждого члена. Церковь, которая терпит грех, теряет силу. Мы вспоминаем унизительное поражение Израиля, связанное с грехом Ахана. Только после очищения и наказания греха снова пришла победа. Дисциплина также защищает церковь от заражения грехом. Лжеучение. Горький корень может осквернить многих. Ложка дегтя портит бочку меда. А церковь должна быть без пятен, святой и непорочной. Дисциплина очень нужна грешнику, чтобы устыдить и привести его в чувство, сохранить в вере. Апостол даже призывает предать сатане согрешившего только для того, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5 глава 5 стих. Он предает сатане Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофею 1 глава 20 стих. Церковное взыскание спасает от худшего, вечного наказания с дьяволом и ангелами его.
Дисциплина и других отвращает от греха. Апостол Павел даже советует согрешающих обличать перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Кто-то слышит обличение, узнает об отлучении и смиряется. В процессе работы с согрешившим используются разные взыскания. Первое – это обличение. В послании к Титу Павел учит: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корысти. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Обличая, мы указываем брату или сестре во Христе на их согрешение, независимо от того, осознали ли они свой грех или нет. Их может обличить сам Бог, Святой Дух, Библия, когда они читают или слушают, но и мы должны обличать согрешающих сразу же, как только увидели грех. Второе – увещание. Это вразумление, которое требует более длительного времени, чем обличение. Хотя обличение и увещание, по сути, можно объединить. Здесь можно убеждать человека, приводя разные аргументы, объясняя, как грех скажется на нем, на его семье, на церкви. Продолжительность времени увещевания зависит от ситуации. Если увещание не помогает, тогда применяется запрещение. Оно может касаться участия в вечере Господней, в церковных членских собраниях, служения в церкви. Апостол Павел рекомендует Тимофею обличать, запрещать, увещевать. Правда, он не пишет, что конкретно запрещать. Но на практике церковной жизни выработались некоторые нормы и правила. Например, запрещение на участие в проповеди или пение в церкви, на участие в хлебопреломлении. Конечно, человек должен испытывать себя, но ведь он может не увидеть своего состояния, и надо сказать ему об этом. Следом идет замечание. Об этом апостол Павел пишет во 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Слово «замечание» в качестве меры церковной дисциплины встречается в Писании один раз и означает отмечать, брать на заметку, иметь на замечании. В одном из белорусских переводов «того майте на прикмете и не водитеся за им, каб дать ему сорому». Или в переводе Русского библейского центра «а если кто отмахнется от наших советов, изложенных в этом послании, того отметьте отказом в общении, чтобы устыдился». Кого нужно брать на заметку? Поступающего бесчинно, учит апостол. Того, кто не послушает слова, сказанного в послании. Одной из проблем в Фессалониках было неправильное учение в отношении пришествия и неразумное поведение. Некоторые члены церкви не хотели работать. Мол, скоро пришествие Христа, смысла что-то делать уже нет. Но они всегда были готовы поесть за чужой счет. И апостол увещевает: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Таких людей надо было иметь на замечании. В самом тексте заключается объяснение, что значит замечание. Павел призывает не сообщаться с ним, не иметь христианского общения. На замечании фактически находится всякий согрешивший, когда он уже лишен участия в вечере Господней. Человек ставится на замечание на определенный период, может 3 месяца, но обычно не больше, чем на 6 месяцев. Этого достаточно, чтобы исправиться. Последним идет отлучение. Это полное разобщение, потеря прав члена церкви, лишение духовного общения. Кстати, слово «отлучение» не упоминается в текстах, связанных с церковной дисциплиной. Используются такие термины, как «извергните», «предать сатане», «анафема». Анафема – это то, что приносят по обету или заклятое для Бога. Можно перевести и как «отлучение». Предать сатане значит лишить Божьей благодати, его защиты, вывести из церковного общения, передать в сферу власти сатаны. Предание сатане может привести к измождению плоти, физической слабости, болезни и даже смерти в результате греха. Хорошо, если это приведет к покаянию, если человек осознает свою нужду в Христе, в его церкви и в своем восстановлении.
В православной и католической церквах есть понятие большого и малого отлучения. Большое заключается в полном исключении согрешившего из церкви, лишении всех благ церкви, брака, погребения, исповеди и прощения, причастия и церковного благословения. Малое отлучение – это временное исключение человека из церковной общины и запрет на участие в таинствах. Но мы обычно говорим просто об отлучении. Это очень серьезная мера, и к ней нельзя относиться легкомысленно. Учитывая последствия, мы должны уделить отлучению больше времени, чтобы прояснить, в каких случаях нужно отлучать, как принимать такие решения, каков статус отлученного человека. А сейчас мне хочется пожелать вам благословений на пути духовного роста. Пожелать, чтобы мы хранили себя от греха и помогали другим возрастать в вере. Жить нужно так, как будто бы вчера. Там, на кресте, Христос сказал, свершилось, как будто бы вчера. За нас Он умирал, как будто бы вчера. Спасение даровал Он толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера, как бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых, смерть Он победил, как будто бы сегодня оставил гроб холодный, оставил Он и пленник стал свободным, как будто бы сегодня из мертвых Он воскрес, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто бы завтра придет опять на землю с высоты Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук, весь мир и мы с тобой. Быть может, завтра, быть может, завтра, быть может, завтра. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Подошло время нашей встречи, и я приветствую всех слушателей программы. С вами рада встретиться ведущая Елена Делюк. Мы живем в сложное время, но Бог верен в любых обстоятельствах. Жизнь – это миг перед вечностью. И если кому-то нужно пройти через тяжелые испытания, он не оставлен Богом. Просто у Бога свой план спасения души. Трудности выявляют нашу веру, формируют наш характер, делают нас чуткими и восприимчивыми к чужой боли. Только в трудностях мы способны прислушаться к словам Божьим. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Бог обещает быть рядом во всякое время до скончания века. Он готов каждый день подкреплять нас и помогать нам. Именно такие выводы можно сделать, прослушав свидетельство Марины Гришалевич «Все нам Бог дал на время». Неделю назад я начала вас с ним знакомить, и сегодня я предлагаю послушать его продолжение. «1 марта 2010 года у меня родился сын Павлик. Бог сохранил эту беременность, несмотря на все беды, которые свалились на меня, и позаботился о том, чтобы ребенок родился здоровым. И если представить все то, что я пережила во время второй половины беременности, то ребенок вообще не должен был бы родиться. Я много плакала, нервничала, пила успокоительное, ухаживала за больным сыном в больнице и за мужем. 2 других детей тоже были на мне. Врачи предрекали, что ребенок родится с пороком, и предлагали сделать биопсию, чтобы можно было прервать беременность, но я отказалась. Я думала: «Господи, Ты дал жизнь этому ребенку, если он нужен Тебе здоровым, то Ты сам позаботься о нем». У меня не было никаких сил даже думать о том, что я беременна и нуждаюсь в отдыхе и покое. И Бог позаботился о моем сыне. Он родился в срок и здоровым. Мужу сделали операцию. Божье чудо было в том, что ему сохранили руку, хотя муж стал инвалидом. Рука стала короче на 10 сантиметров и не функционировала полностью. Операция прошла хорошо, анализы тоже были отличные, метастаз не было. Мы благодарили Бога за исцеление мужа. И наша вера в то, что и сын будет здоров, еще больше укрепилась. Но ребенку лучше не становилось, и 30 марта наш сын Тимофей умер, хотя мы с мужем так верили, что он будет жить. Было очень тяжело. У меня было такое чувство, как будто меня предали, как будто решили посмеяться над моей верой. Я так верила, так надеялась. Если сын не умер сразу, для чего же тогда были все эти мучения? 5 месяцев он лежал в больнице, мучился. Для чего? Мы думали, что для славы Божией, для исцеления. А оказалось, для того, чтобы уйти в вечность. Я ничего не понимала. У меня были одни вопросы. Передать словами все, что мы пережили в то время, просто невозможно. Иногда мы с мужем смотрели друг на друга и только плакали, не могли подобрать слов. Для себя я решила, что не буду задавать Богу вопросов, не буду искать ответов. Он Бог и может делать все, что хочет, не объясняя нам ничего.
я начала понимать, что Он прежде всего Бог. Он дает жизнь, и Он решает, когда ее забрать. Я сказала Богу: «Ты обещал дать мне силы все выдержать. Дай мне их, утешай меня. Если хочешь, то объясни мне все, если не хочешь, то просто дай мне мир в сердце». Ответов я не получила, но стала успокаиваться. Мы пришли к выводу, что воля Божья была в том, чтобы сына забрать, а мужа исцелить. Полгода мы прожили спокойно. Муж стал пастором церкви в поселке Михановичи, что недалеко от Минска. Он очень полюбил людей в церкви, и они его тоже полюбили. В общем, после того, что мы пережили, жизнь начала снова налаживаться. Мужу надо было периодически ездить в больницу для обследования, но мы верили и даже не сомневались, что Бог его полностью исцелил. Он чувствовал себя хорошо, был радостным и спокойным. В конце августа 2010 года мужу надо было ехать на очередное обследование. Он уехал утром и долго не звонил, а потом, когда позвонил, то весь тот кошмар, что, казалось, остался позади, вернулся опять. Рецидив с метастазами. Меня посещали разные мысли. Я начала думать, что Богу вообще все равно, как мы тут на земле живем, что чувствуем и переживаем. У Него есть свои планы, своя воля, а мы должны смириться и молча, безропотно идти за Ним. Полгода назад похоронили сына, 3 детей осталось, младшему полгодика. Я кричала в небо: «Господи, нет сил, помилуй!» Кажется, весь христианский мир подключился к молитве за нашу семью. Разные были люди. Кто-то утешал нас, ссылаясь на книгу Иова. Кто-то, наоборот, как друзья Иова, выискивали, что же мы такого натворили, что нас постигло такое. Мужу сделали 3 курса химиотерапии, но результат был нулевой, ему становилось хуже. Верующие молились, но все, что Бог открывал в молитве: «Для вас такой путь, надо пройти, я дам силы». Было невыносимо. Я стала бояться Бога в прямом смысле этого слова. А что еще у Него есть для нашей семьи? Я смотрела на людей в мире, неверующих, и у них не было такого ада, как у нас. Я говорила: «Господи, оставь нас, не надо нас больше испытывать, у нас нет сил». Для человека легче быстрая смерть, закрыл глаза и все, а от рака люди умирают очень тяжело. Мы не хотели даже слышать о том, что муж умрет. Для нас это было самое худшее. У нас была вера, что Бог исцелит мужа, и до последнего мы верили. Пока я молилась за мужа, Бог проводил со мной свою работу. Как ни странно, но тот душевный покой опять начал возвращаться ко мне. Однажды в молитве я плакала и говорила Богу: «Господь, даже если Твоя воля забрать моего мужа, я прошу Тебя, измени свою волю, оставь его жить. Пусть будет так, как мы Тебя просим. Мой муж очень хочет жить, исполни желание сердца его. И у Тебя был земной отец, и моим детям нужен папа, оставь его жить на земле». Во время этой молитвы внутренним слухом я услышала такие слова: «Если я изменю свою волю, то вы же сами потом об этом пожалеете». У меня возникло такое ощущение, как будто по голове чем-то стукнули. Господи, а что же я делаю? Зачем же я прошу Тебя изменить Твою волю, Твой план для моего мужа? Я вдруг осознала, что для человека самое лучшее в жизни — это воля Божья. Все мы созданы Богом для вечности, и все мы туда уйдем
рано или поздно. И если человек сегодня готов наилучшим образом к встрече с Ним, то пусть он лучше уйдет к Богу сегодня, чем останется жить на этой земле. Для меня смерть перестала существовать. Я поняла, что это просто переход в вечность. Кто-то уйдет сегодня, кто-то завтра. И лучше для человека тогда, когда Бог говорит, что это самое благоприятное время для него. Тихий свет одинокой свечи и мелодии грустный мотив огоньками мерцает в ночи городской бесконечный прилив. Я сегодня грущу, я одна, а в душе неизлитые слезы и печали гнетущей волна. Помоги, помоги мне, о Боже, только Ты меня можешь понять. Без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Только Ты меня можешь понять. Без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Скажешь слово, и станет светло, и улягутся мрачные волны. Луч надежды заглянет в окно, и Твой мир мое сердце наполнит. Только Ты меня можешь понять. Без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Только Ты меня можешь понять. Без упреков склонясь к изголовью, боль глухую навеки унять, исцелить мое сердце любовью. Программа подготовлена по материалам женского христианского журнала «Надежда для тебя». Окончание истории вы услышите ровно через неделю в это же время и на этой же волне. Будем ждать ваших писем. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Слушайте нас также и в интернете на сайте twr.fm и на ютубе «Трансмировое радио Беларусь». А я на этом прощаюсь с вами с пожеланиями Божьих благословений.
Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – кропкі на мапе. Рэальнае даследаванне. Адно з галоўных каштоўнасцяў большасці людзей – адносіны. Сёння мы пагаворым пра хрысціянскія ўзаемаадносіны. Напэўна, вы ведаеце, як карыстацца навігатарам. Тваё месцазнаходжанне вызначаецца аўтаматычна, а вось месца прызначэння мы выбіраем. З'яўляецца булавачка на мапе. Да яе і пракладвае маршрут прылада. Ёсць мэта. Да яе вандроўца рухаецца аўтамабілем, роварам ці пешшу. Неяк я апынуўся ў офісе аднаго ж служыцеля. У яго на сцяне вісела мапа Беларусі. Каляровымі кнопкамі былі пазначаны месцы, дзе ёсць царква ці група вернікаў. Пры гэтым былі яшчэ вольныя месцы і ў запасе кнопкі. Дасягнутыя і магчымыя мэты ў наяўнасці. Сябры, хачу спытаць кожнага, ці ёсць такія мясціны, куды вам хочацца вярнуцца? Ці ёсць такія мясціны, дзе б вам хацелася пабываць? Можа, Рым і Іерусалім у спісе? Але галоўнае пытанне ў іншым. Наколькі вашыя жаданні звязаныя з царквой і вернікамі? Адзін мой знаёмы пастар служыць у Еўропе людзям, якія разумеюць рускую мову. Такіх 15-20 мільёнаў чалавек. Даволі часта звяртаючыся да хрысціянаў, якія жывуць у Беларусі, Украіне, Расіі, ён казаў: сумясціце адпачынак са служэннем. Будзеце ў Еўропе, наведайце групы хрысціян. Людзям патрэбны Хрыстос. З часоў апостала Паўла нічога не змянілася. Чытаю пасланне да рымлянаў і уяўляю сабе апостала Паўла. Быццам ён стаіць перад мапай. Ён думае аб наведванні Рыма, Іерусаліма, Іспаніі. Навошта? Яго цікавілі людзі. Кожная яго булавачка была пад сцягам адносінам. Вось што ён пісаў рымскім хрысціянам. Да рымлянаў, 15 раздзел, з 22 па 33 вершы. Дзеля гэтага я і меў шмат перашкодаў, каб прыйсці да вас. Цяпер жа, не маючы больш месцаў у гэтых краях і шмат год маючы жаданне прыйсці да вас, як толькі пайду ў Гішпанію, прыйду да вас. Бо спадзяюся, праходзячы, пабачыцца з вамі, і што вы правядзеце мяне туды, калі часткова насычуся супольнасцю з вамі. А цяпер я іду ў Іерусалім паслужыць святым, бо спадабалася Македонія і Ахаі зрабіць нейкую падтрымку убогім святым, якія ў Іерусаліме. Спадабалася, бо яны вінаватыя іхнія, бо калі пагане сталіся супольнікамі іхнімі ў духоўным, дык павінны паслужыць ім і ў цялесным. А здзейсніўшы гэта і перадаўшы ім пад пячаткай плод гэты, адыйду праз вас у Гішпанію. А ведаю, што прыйшоўшы да вас, прыйду ў поўні дабраславення Евангелія Христовага. Малю ж вас, браты, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа стаць разам са мною ў малітвах за мяне да Бога, каб быць мне выбаўленым ад тых, якія не вераць, у Юдэі, і каб служэнне маё для Іерусаліму было адпаведным для святых, каб я ў радасці прыйшоў да вас паводле волі Бога і супачыў з вамі. А Бог супакою няхай будзе з усімі вамі. Амен. Я зараз чытаю пасланне Паўла да фесалонікійцаў. У 3 раздзеле распавядаецца, што з Фесалонік апостал разам з супрацоўнікамі прыбыў у Афіны. Адлегласць паміж гарадамі 500 кіламетраў. Паўла не цікавіць гісторыя і славутасці горада. Яго хвалююць вернікі ў Македоніі. Як сам пісаў, не могучы вытрымаць болей, паслаў да іх Цімафея.
Чаму? Людзі ў сэрцы. Іх духоўны поспех – вось што непакоіць апостала. Хто даў яму такое сэрца? Хто даваў ідэі і думкі для пасланняў? Хто напаўняў сілай вусны? Христос. Бо царква – гэта людзі, а хрысціянства – узаемаадносіны. Давайте вернемся да нашай сітуацыі. Калі Рым – цэнтр Рымскай імперыі, усе дарогі вядуць у гэты горад, чаму Павел туды да гэтага часу не дайшоў? Што спыняла? 21 верш. Месцы і людзі, якія больш мелі патрэбу ў Евангелі. Як мы прачыталі, такіх месцаў не засталося. Цяпер можна і ў Рым. Навошта? Насыціцца супольнасцю з вамі. 24 верш. Апостал разумеў каштоўнасць хрысціянскіх узаемаадносінаў. Год таму я пазнаёміўся з адным пастарам на канферэнцыі. Ён прымаў нас, супрацоўнікаў Трансусветнага радыё, дома і ў царкве. Гэта было мега гасцінна. Нядаўна мы разам наведалі хрысціянскую імпрэзу. Размаўлялі так, нібыта ведаем адзін аднаго шмат гадоў. Мы цудоўна правялі час. Я думаў, як Бог можа аб'яднаць у адну сям'ю зусім чужых і незнаёмых людзей. Хрысціянскія адносіны – гэта неверагодны цуд, сведкамі і удзельнікамі якога мы з'яўляемся. Вы, напэўна, ведаеце, як ад ветру дрыжаць лісці асіны. Гэтакі сярод людзей маленькі ветрык узаемаадносінаў прыводзіць у рух усё дрэва жыцця. Пра гэта пісаў Павел да рымлянаў. «Жадаю бачыць вас і, 24 верш, насычуся супольнасцю з вамі». І 32 верш. «Хачу супачыць з вамі душой». На адным мерапрыемстве сустрэўся з адным хрысціянінам. Мы не толькі аднаго ўзросту, але і нарадзіліся ў адзін дзень. Ён сказаў, што пераасэнсаваў сваё жыццё. Зараз імкнецца засяроджвацца на галоўным. Я пагадзіўся з такімі мэтамі. Але ведаеце, да чаго мы прыйшлі? Што ніколі не будуць лішнімі і марнымі жывыя зносіны з хрысціянамі. Нядаўна мне патэлефанаваў мой сябра-місіянер. Ён жыве на ўсходзе Беларусі. Кажа, я так сумую. Як я да вас хачу. Як з вамі класна. Адказваю, сардэчна запрашаем. Ён добра, але не зараз. Нешта падобнае кажа апостал Павел Рымскай царкве. Не магу. Я заняты. Павінен даставіць ахвяраванне ў Іерусалім. Спробу наведаць вас не пакідаю. Што ж прынясу вам? Прыйду ў поўні дабраславення Евангеля Христовага. 29 верш. Прывязу не шакалад, не магніцік, не сувенір, падарунак для сэрца, дабраславення Христовае. Павел добра ведаў, як ствараць і падтрымліваць адносіны. Цікава, што ўсе яго «трэба» і «хачу» былі звязаныя са служэннем Богу. За кожнай булаўкай на карце сэрца служыцеля, адносіна з Богам і людзьмі. Я думаю, наколькі мы ўсведамляем каштоўнасць хрысціянскіх адносінаў, наколькі мы карыстаемся гэтымі дабраславеннямі. Бо нават нягледзячы на адлегласці, мы можам быць духоўна адзіныя. У гэтым каштоўнасць царквы. Паслухайце, пра што Павел просіць царкву ў Рыме. «Маліцца са мною і за мяне» 30 верш. «Пазбавіцца ад неверуючых і служыць веруючым» 31 верш. «Прынесці і знайсці радасць» 32 верш. Яго пажаданне рымскім вернікам і нам наступнае: «Бог супакою няхай будзе з усімі вамі». Бо там, дзе Бог, там і супакой з навакольнымі людзьмі. Сябры, я даволі часта думаю пра каштоўнасць хрысціянскіх узаемаадносінаў. На мапе нашага жыцця іх безліч. Яны набыццё і ласка Божая. Першае. Давайте будзем жыць не гарадамі і краінамі, а хрысціянскімі узаемаадносінамі. Другое. Давайте будем открывать свае сэрцы, дамы і церквы хрысціянам і прачуваць сустрэчы. Трэцяе. Давайте будем шукаць адносінаў, у цэнтры якіх Христос, а значыць, адпачынак для душы і неверагодная радасць. Если за окном пришла зима, если на душе всегда весна, если лето будет на дворе,
Если даже что-то не по мне, нужно лишь немного подождать, нужно лишь немного потерпеть, нужно лишь всего себя отдать той душе, которой ты нужна. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. Если легок ты в своих делах, если не по силам взвесил груз, если я хочу тебе сказать, если даже что-то в тягость, в грусть, улыбнись, не все тебя поймут, улыбнись, не падай на пути, улыбнись, попробуй отдохнуть, только там, где верные друзья. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. Надо быть мудрей, может, просто надо быть скромней, может, просто надо быть нежней, может, просто надо быть добрей. Это то, о чем хочу сказать, это то, про что хочу писать, это то, о чем хочу я петь всем любимым людям на земле. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. И посмотришь, как растает снег, и посмотришь, улыбнутся все, и увидишь, ты не одинок, потому что в сердце твоем Бог. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, горад Брест 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Дима. Михаил, мое почтение. Сегодня продолжаем пасхальный сезон, и Песах – это не только образы, которые указывают на искупительный труд Господа, но и время исполнения пророчеств, которые оставили святые Божьи пророки, цари и священники. И сегодня я хотел бы нам напомнить о 5 пророчествах, которые буквально исполнились на Иисусе Христе в этот пасхальный сезон. Из текстов Нового Завета нам известно, что за свою жизнь Иешуа исполнил десятки мессианских пророчеств. Он родился в Вифлееме, происходил из рода Давида, исцелял больных и слепых, воскрешал мертвых и даже пришел именно в тот момент истории, когда это было предсказано. А о каких 5 мессианских пророчествах ты хочешь нам сегодня рассказать? Первое мессианское пророчество, о котором мы поговорим, о том, что Мессия въедет в Иерусалим на осле. И это пророчество сбылось буквально. Вот как оно звучит. «Ликуй от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочерь Иерусалима. Вот, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». А вот исполнение этого пророчества. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Ливонской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который скажет: «Скажи дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Матфея, 21 глава. Итак, Захария предсказал, что Мессию узнает, когда увидит его въезжающим в святой город Иерусалим на осле. За 5 дней до начала Песаха, в день, когда выбирали агнцев для жертвоприношения, Иешуа въехал в Иерусалим на осле. Толпы народа радостно приветствовали его, бросая верхние одежды на дорогу, восхваляли, размахивая пальмовыми ветвями и восклицая: «Барух аба бешем Адонай, благословен грядущий во имя Господне». Они признали исполнение пророчества Захарии и провозгласили Иешуа помазанным царем, то есть Мессией. Следующее пророчество, которое буквально исполнилось, о том, что Мессия станет пасхальным агнцем. И вот как это звучит в Танахе. «Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от его крови и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей в домах своих, где будут есть его». Исход 12 глава. А вот исполнение. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценную кровью Мессии, как непорочного и чистого агнца». 1 Петра. Как и пасхальный агнец, Иешуа не имел порока, то есть греха. Вот почему он мог совершить искупление своей смертью и воскресением, так как никто другой из человеков или из ягнят сделать не мог. Кровь ягненка была заветом, соглашением и знаком между Богом и теми, кто использовал ее как свою защиту. Точно так же, как в ночь первого Песаха кровь покрыла дома наших предков от гнева Божьего, сохранив жизнь первенцам Израиля, так жертва Иешуа предлагает точно такое же покрытие
но только теперь уже не на одну ночь, а навечно. Фактически Иешуа установил обновленный завет, обещанный еврейскому народу, когда во время седера, подняв чашу, отождествил ее со своей кровью нового договора. Смотри книгу пророка Иеремия, 31 глава. Следующее буквальное пророчество, которое исполнилось в те дни, это то, что Мессия понес на себе наши грехи и что Он страдал безмолвно. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец престригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Исайя 53 глава. А вот исполнение этого пророчества. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорил ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Матфея 27 глава. Давным-давно пророк Исаия описал Мессию, который будет страдать за свой народ. Это пророчество также широко обсуждается в еврейских и христианских кругах. О Мессии оно говорит или об Израиле? Короткий ответ: и о том, и о другом. Но остается вопрос: как Израиль может искупить Израиль? Это пророчество обретает больше смысла, если рассматривать его как описание искупительной жертвы Мессии. Исаия описывает человека, который будет изранен за наши грехи и понесет на себе бремя наших беззаконий. О нем также сказано, что не откроет рта, чтобы защититься. Когда Иешуа предстал перед судом, он не пытался защитить себя, и, к большому удивлению римского прокуратора, каким бы нелепым ни было обвинение, Иешуа смиренно и безропотно подчинился приговору. Итак, сегодня мы рассмотрели 3 пророчества о том, что Мессия въедет в Иерусалим на осле, о том, что Он станет пасхальным агнцем, и о том, что Он понесет наши грехи и будет безмолвно страдать вместо нас. Дима, какие же еще 2 пророчества ты для нас подготовил? Мы рассмотрим еще 2 пророчества. Пророчество, где описана детальная смерть Мессии, и пророчество о воскресении Мессии. Но об этом в следующий раз. Великий Бог Израилев, великий Бог Израилев, голос Его слышен, силен Его зов, великий Бог Израилев, великий Бог Израилев, великий Бог Израилев, голос Его слышен, силен Его зов, великий Бог Израилев. И воспримет Господь гласом славы своей, и среди ночи песнь обретет. Вы слушали еврейскую программу «Лариеха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом! Лаитраот! До новых и волнующих встреч! Ночи увидят свет, слепые глаза, глухой услышит музыки звук. Как царь Давид запляшут хромые на земле, немые все уста запоют. Великий Бог Израилев, великий Бог Израилев, голос Его слышен, силен
зов, великий Бог Израиля, великий Бог Израиля, великий Бог Израиля. Голос его слышен, силен его зов, великий Бог Израиля. Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Герой нашай сённяшняй размовы Александр Скірмунд. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра род скірмунтаў. Скірмунты старажытны беларускі род, які вядомы з 14 стагоддзя. Гэта шляхта, спачатку такія літоўскія баяры, пасля беларуская шляхта, калі можна так сказаць. Дакладна яго ўжо бесперапынны радавод прасочваецца з сярэдзіны 16 стагоддзя. Вось першы гэта Богуш Скірмунд, які быў на службе ўжо ў вялікага князя літоўскага, і фактычна вось да 20 стагоддзя яны валодалі шматлікімі маёнткамі у землях Беларусь. Гэты род славуты сваімі рознымі прадстаўнікамі, у тым ліку вось і Александрам Скірмунтам, пра якога мы сёння гаворым. Трэба сказаць, што скірмунты карысталіся гербам дуб. Вось гэты герб сімвалізаваў такі вось закарэненасць у родную зямлю. Сям'я, выхаванне, адукацыя нашага гістарычнага госця. Вельмі цікавыя моманты такія, што скірмунты яны былі такімі абшарнікамі сярэдняй рукі. Аднак іхны ўздым пачаўся з бацькі Александра Скірмунта, Сымона Скірмунта. Ён набыў у агінскіх два вялікія маёнткі на Палессі. Гэта Моладава, сучасны Іванаўскі раён, і гэта Парэчча, сучасны Пінскі раён. Гэта адбылося на самым пачатку 19 стагоддзя. І ў гэтых маёнтках ён пачаў будаваць дамы сабе, палацы, фактычна палацы ён вось збудаваў, ён пражыў даволі доўгае жыццё, мае на ўвазе бацькі, якога звалі Сымон, і ў яго вось нарадзіўся сын Александр. Таксама ён вось парадніўся са знакамітым родам Ажэшкаў, з якога вось выходзіць і пісьменніца Ліза Ажэшка. Таму вось гэта такі вось род Скірмунтаў Ажэшкаў, і ў іх былі такія вельмі цікавыя нашчадкі. Вось Александр Скірмунт, ён нарадзіўся ў 1799 годзе, на самым канцы 18 стагоддзя, і у дзяцінстве ён атрымаў выдатную хатнюю адукацыю, а пазней скончыў Віленскі універсітэт, фізіка-матэматычны факультэт. Аднак яго захапляла хімія. Паколькі хімія на той час у Беларусі яна не мела такой паглыбленай навучальнай праграмы, то ён паехаў вучыцца ў Нямецчыну і ў Францыю, і вярнуўшыся, ён працягваў увасабляць гэтыя веды на сваёй роднай зямлі. Александр як прадпрымальнік і вынаходнік. Пачынаецца яго такая прадпрымальніцкая кар'ера з таго, што ён зрабіў цукровы завод. На пачатку ў Моладаве быў цукровы завод, а пазней цукровы завод у Парэччы таксама нарабіў. І ён зрабіў вынаходніцтва такое, як хуткую прагонку цукровага сіропу. Ён зрабіў такую тэхналогію, якая павялічыла аб'ёмы вытворчасці ў дзесяткі разоў. Пазней ён у Парэччы збудаваў вялікі суконны завод, дзе выраблялі сукно. Гэтае сукно, яно сапраўды цанілася вельмі сур'ёзна, таму што ён ужываў новыя тэхналогіі. Гэта паравыя машыны, гэта машыны, якія рыхтавалі сукно да прадзення, машыны, якія ачышчалі воўну і гэтак далей. Фактычна это была такая машынная вытворчасць. Ён дасягнуў вялікага поспеху. Пазней яшчэ адзін цукровы завод, пазней бровар ён зрабіў, карацей, цэлую сетку прадпрыемстваў.
Як жылі рабочыя на прадпрыемствах Скірмунта? Вось гэта, дарэчы, вельмі цікавае пытанне, таму што, напрыклад, вось на суконнай фабрыцы ці суконным заводзе у яго працавала каля 300 рабочых. Гэта былі мясцовыя сяляне. Для іх ён зрабіў адмысловы такі інтэрнат для несямейных і інтэрнат для сямейных. Сямейныя маглі мець па сучасных мерках фактычна такія асобныя кватэры. Плюс яны атрымлівалі бясплатнае харчаванне, то бок трохразовае бясплатнае харчаванне. Сярэдні рабочы ён атрымліваў за год дзесьці каля 40 рублёў. Гэта былі ў пачатку 19 стагоддзя, у першай палове даволі вялікія грошы. Ён мог таксама бясплатна лячыцца. Ён адразу будуе шпіталь, дзе бясплатнае лекаванне і бясплатнае навучанне дзяцей рабочых. Па тагачасных мерках гэта, увогуле фантастыка такая для Беларусі, вось гэта сацыяльны пакет па сённяшніх мерках кажучы. Ну і плюс, конечно, для рабочых ствараліся умовы, каб яны маглі падымацца вышэй, значыць, да ўзроўню падмайстроў і ўзроўню майстроў. Калі вырасталі да ўзроўню майстроў, іх заробак вырастаў да 1000 рублёў за год. То бок яны станавіліся сур'ёзнымі такімі таўстасумамі. Якая спадчына Скірмунта дайшла до нас? У Моладаве фактычна нічого не засталося. Ні парку не засталося, ні маёнтку, а ў Парэчы засталіся будынкі вось этого заводу. Заводу суконнага і заводу цукровага. Таксама засталася капліца, крыпта, там, дзе вось магілы прадстаўнікоў роду Скірмунта, і парк у ангельскім стылі. Таму, вось у Парэчы, Пінскага раёну, ёсць на што паглядзець, і можна туды ездзіць на экскурсію. Факты і ўрокі. Вельмі цікавы факт, які мяне асабіста закрануў. Гэта будаўніцтва першага заводу. Нагадаю, што 1830 год ён робіць вось першы завод, таму што ў той момант ён ужо уступае ва ўладанні Парэччам. Бацька ягоны Сымон перадаў яму ўсю уласнасць у ягонае ўладанне яшчэ пры сваім жыцці. Гэта таксама зробіць і ён. Перадаць сваім сынам, калі ён яшчэ быў жывы. Ён памёр 1870 годзе, але ўжо сыны ўступілі ва ўладанне цалкам. І вось першы свой завод ён стварыў, каб перарабляць цукровыя буракі. Але высветлілася, што цукровыя буракі настолькі новая культура, што яны не даюць патрэбнага ўраджаю, і патрэбных абаротаў завод ён не робіць. Калі, напрыклад, па суконнай фабрыцы ён прыйшоў да такіх абаротаў, як 200-300 тысяч рублёў за год, вось гэты гадавы абарот суконнай фабрыкі, то тут ён 2500 за год. Высветлілася, што гэта нерэнтоўна. І ён фактычна прагарэў. І здавалася б, ён мог кінуць гэту справу, і буракі не растуць, і завод мала прыбытку прыносіць. А ў канцы яшчэ памяшканне заводу згарэла, увогуле пажар адбыўся. І здаецца, што ён застаўся без нічога. Але настолькі моцная была воля, што ён робіць работу над памылкамі і будуе новы завод у іншым месцы і пачынае рабіць вось гэты экспарт, завозіць цукровыя буракі і выходзіць на іншыя лепшыя аб'ёмы, найлепшы рафінат у расійскай імперіі. Узнагарода на сусветнай выставе ў Парыжы 1867 году. На пачатку жыцця фіяска, але зрабіўшы з гэтага выснову, ён дасягае поспеху. Скірмунты займаюць ганаровае месца сярод дынастый прадпрымальнікаў. Буйны росквет прыйшоўся на 19 стагоддзе. Напалеон Орда пра нашага героя пісаў наступнае. Дырэктар фабрыкі сукна, які пачынаў простым красільшчыкам, дзякуючы сваім здольнасцям і працавітасці, дасягнуў пасады кіраўніка цэлай вытворчасці. Потым з'явілася цукроўня, вінакурня, сыраварня, лясная прамысловасць, вінаграднікі. Дзякуючы Скірмунтам, Парэчча сталі называць Ліверпуль на Ясельдзе. Аляксандр жыў інтарэсамі людзей. На мой погляд, гэта лепшыя інвестыцыі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by /
twr@gmail.com. Шукайте нас на сайте twr.fm. До нових зустріч! Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы снова погрузимся в Евангелие от Иоанна. Мы видим, как все больше и больше людей собирается вокруг Иисуса. Но вдруг Он говорит то, от чего толпа оставляет Его. Какие странные слова! «Кто может это слушать?» — говорили эти люди. С тех пор прошли столетия, и речь Иисуса, возможно, уже не кажется нам такой странной. Но о чем Он все-таки говорил? И зачем? Зачем Он выбрал такие резкие и неприятные слова? Давайте послушаем пастора Александра. Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами закончим 6 главу, величайшую главу в Евангелии от Иоанна. Прочитаем стихи с 47 по 69. Это снова большой текст, поэтому я буду пропускать некоторые стихи для экономии времени. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет. Я – хлеб живой, сшедший с небес. Едящий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Во времена Второй мировой войны союзные армии собрали множество голодных сирот с освобожденных земель и разместили их в специальных лагерях. Там детей хорошо кормили, но, несмотря на прекрасный уход, они плохо спали, выглядели нервными и испуганными. Наконец, один психолог придумал решение.
Когда детей вечером укладывали спать, каждому ребенку давали в руки кусок хлеба. Дети не были голодны, и хлеб нужно было не есть, а просто держать. Результаты превзошли все ожидания. Дети засыпали, зная, что завтра у них будет хлеб. Поэтому сон их был мирным и крепким. Хлеб насыщал не только тела детей, но и их души, их сердца. В нашем тексте Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни». Наш Господь Иисус – это хлеб, который, во-первых, дает жизнь нашим телам. Да, мы умираем, но это не навсегда. Христос несколько раз повторил: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Но Он также хлеб, который дает жизнь нашей душе. Это жизнь, полная надежды, света, радости. Это жизнь с избытком, жизнь в полном смысле этого слова. Таковы два величайших благословения, которые получают верующие во Христа. Жизнь вечная в плане времени и жизнь с избытком в плане качества. Люди пришли ко Христу в надежде получить от Него бесплатный хлеб. Но Он сказал им: «У меня есть кое-что получше. Я сам хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек». Но в тексте, который мы сегодня прочитали, Иисус добавляет одну необычную деталь. Он говорит: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Нам сегодня эти слова, конечно же, понятны. Мы знаем, что Он добровольно отдал Себя в руки врагов, чтобы стать жертвой за наши грехи. Благодаря смерти Господа мы и получаем жизнь. Христос принял на Себя наше наказание, Божий гнев, вместо нас излился на Него. А на нас излилась благодать, милость и прощение. Бог засчитал нам послушание Христа, Его праведность и святость. Мы получаем ту полноту жизни, которую заслужил Он. Но иудеи этого не понимали и начали спорить между собой: как Он может дать нам есть плоть свою? В ответ на это Иисус, можно сказать, еще подлил масло в огонь. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». В связи с этим возникают два серьезных вопроса. Первый вопрос: что значит есть плоть Христа и пить Его кровь? В некоторых конфессиях нам сразу скажут, что это причастие. Вечеря Господня у них считается таинством, то есть эти люди буквально верят, что когда совершается обряд, происходит чудо. Хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Христа. Но внимательное изучение Евангелия от Иоанна показывает, что Иисус имел в виду не вечерю. Он говорил о вере в Его искупительную смерть. Есть плоть Христа и пить Его кровь означает поверить, что Он умер за наши грехи, что Он своей смертью оплатил наш долг перед Богом. Мы уже не раз видели, как Христос говорит аллегориями в этом Евангелии. Свое тело Он сравнил с храмом, обращение к Нему – с рождением, благодать Божью Он сравнил с живой водой, самого себя с хлебом. А Его слушатели все это воспринимали буквально. И здесь Он тоже говорит образами, а люди и тогда недоумевали, как Он может дать нам есть плоть свою, и сегодня пытаются придать Его словам буквальное значение. «Пища не приближает нас к Богу», писал апостол Павел. «Даже если это хлеб и вино вечери Господней. К Богу нас приближает учение Христово. С Богом нас соединяет вера в Его Сына. Распятый за нас Христос – это единственное, что может нас спасти. Принимая Его жертву, соглашаясь на то, чтобы Он заплатил за нас, полагаясь на Его смерть вместо нас, мы и обретаем
вечную жизнь. Вот что значит есть Его плоть и пить Его кровь. А второй вопрос, наверное, стоит разобрать серьезнее. Не слишком ли сурово Христос говорит с людьми? Нужно признать, что язык Иисуса действительно необычно строг. Его точно невозможно обвинить в том, что он пытался понравиться людям. Вначале он встретил их словами: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Потом он объявил, что сошел с небес. Потом сказал, что никто не может к нему прийти, если его не привлечет сам Бог. А сегодня мы читаем еще и это. Такое чувство, что он вовсе не ценит людей, которые его искали, ради него приплыли с другой стороны моря. Здесь хочется выделить две мысли. Во-первых, Христос не создавал иллюзий, не рисовал обманчивых картин. Наше время – это время этих самых иллюзий. Люди хотят верить в красивую картинку, поэтому обманывают друг друга и самих себя. Апостол Павел писал: «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». И когда пророк Исаия писал подобное о своих современниках, это народ мятежный, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Сегодня есть такие церкви, такие проповедники, которые говорят лестное, предсказывают приятное. И, конечно же, они привлекают больше людей, потому что сладкая ложь всегда привлекает больше людей, чем горькая правда. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. А Христос не обманывал и не льстил. Он говорил правду, и эта правда иногда была утешительна, но в большинстве случаев неприятна. Поэтому его и не любили. А вторая мысль более важная. Читая Евангелие, можно увидеть, что Христос действительно, словно бы нарочно, говорил то, что отталкивало от него людей. Он умышленно использовал грубый язык, неприятные образы. Там, где в нашем понимании следовало бы смягчить выражение, он, напротив, подбирал самые резкие слова. Давайте посмотрим на то, что он сказал иудеям. «Я хлеб живой, сшедший с небес, хлеб же, который я дам, есть плоть моя». Понятно, он имел в виду свою будущую искупительную смерть, но иудеи все восприняли буквально и стали недоумевать, как он может дать нам есть плоть свою. И нет бы Господь разрядил обстановку. Нет бы сказал: «Успокойтесь, я не по-настоящему, это всего лишь притча. Я имел в виду не то, что вы буквально должны меня съесть, а что вы должны поверить в меня». Но нет, Христос не только ничего не объяснил, но сделал все еще хуже. Они там спорят, а он заявил: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». То есть не только ничего не объяснил, но еще и усугубил. Слово «плоть» по-гречески буквально означает «мясо». То есть люди, которые слушали Иисуса, услышали вот что: «Если не будете есть мясо Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни, ибо мясо мое истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Признаюсь, я читаю это, и мне самому как-то нехорошо. Но мне и в половину не так плохо, как стало тем иудеям. Ведь перед ними не только картина людоедства нарисовалась, но то, что было еще хуже. Христос призвал их не только есть Его плоть, но еще пить Его кровь. Для них это был один из главных религиозных запретов. Если есть мясо животных они еще могли, то употреблять в пищу кровь, согласно Моисееву закону, было одним из худших грехов, великим кощунством. И Христос это знал. И вот такое им сказал:
А ведь это всего лишь аллегория, иллюстрация, художественный прием, фигура речи, то есть нечто необязательное. Я в своих беседах часто использую иллюстрации, но мы все понимаем, что это не главное. Иллюстраций может и не быть. Вместо одних можно использовать другие. Так почему же Христос использовал такую неприятную иллюстрацию? Почему не придумал другую? Он ведь такой мудрый. Зачем он приводит такие примеры, от которых у некоторых рвотные рефлексы включаются? Думаю, друзья, он делал это нарочно. В Евангелии от Луки Христос сказал идущей за ним толпе: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Неужели он не мог найти лучшего слова, чем «возненавидит»? Мог, но выбрал именно это. Для чего? Для того, чтобы отсеять тех, кто шел за ним не по-настоящему, чтобы от него ушли те, в ком не было истинной веры, а остались только те, чьи сердца были просвещены самим Богом, те, кому это было дано от Небесного Отца. Ту же мысль повторяет Павел в первом послании к Коринфянам. Он говорит, что Евангелие неприятно для неверующего человека. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это учение вызывает отвращение у того, кого Бог не коснулся своей благодатью. Идея о том, что Христос был казнен самой страшной казнью, была ужасающей для того времени. Однако именно эту идею Бог поставил в центр истории, в основание нашего спасения. Но не только распятие. Сама суть Евангелия неприятна и отталкивающа для человеческой природы. Да, в Евангелии есть много прекрасного. Это Божья любовь, это прощение грехов, это вечная жизнь, это действие Святого Духа, это Божья защита, это смысл и цель. Но в Евангелии также есть много такого, что неприемлемо для погибающего человека. Согласно евангельскому учению, человек крайне грешен и испорчен. Согласно евангельскому учению, человека после смерти ждет страшный суд и вечный ад. Согласно евангельскому учению, человек должен смириться перед Богом и всего себя отдать Ему в Его распоряжение, жить уже не для себя, а для Него. Согласно евангельскому учению, нам нужно быть готовыми пострадать и умереть за Христа. Согласно евангельскому учению, христианская жизнь – это усмирение и порабощение собственного тела, распятие плоти. Кто это может принять? Только человек, которого коснулся Бог, просветил Святой Дух. Только тот, кто осознал свою испорченность, кто понял свою страшную участь, только тот, кто осознал, что без Христа он навеки пропал, и лишь во Христе его спасение, и только такие нужны Иисусу Христу, а остальные ему не нужны, и поэтому он их отсеивал. И в нашем тексте Христос словно создает преграду для своих слушателей. Он говорит то, что им неприятно, то, что вызывает у них возмущение. Примечательна их реакция. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Слово «странные» по-гречески «склероз». Буквально жесткие, твердые, жестокие, трудные. Нам знакомо это слово из медицины. Склероз – это когда стенки кровеносных сосудов становятся жесткими и твердыми. Это же слово употребляется в Евангелии от Матфея в притче, когда подошел получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий». Вот это то слово. Такими жестокими казались слова Христа тем, кто его слушал. Настоящее Евангелие кажется жестоким,
многим людям этого мира. Поэтому современные евангелисты зачастую пытаются смягчить благую весть. В современных проповедях нередко можно услышать, что человек – это вообще прекрасное существо, вершина Божьего творения, которое Господь высоко ценит и любит. Настоящее Евангелие говорит, что человек – это падшее и грешное существо, на которое Бог гневается и которое будет судить на страшном суде. Современное Евангелие, в кавычках, провозглашает, что человек настолько дорог для Бога, что Он отдал за нас Своего единородного Сына, так не хотел нас потерять. Настоящее Евангелие говорит, что Бог отдал на страшную смерть Своего Сына не потому, что мы были этого достойны, а по Своей удивительной, непостижимой и невероятной милости, которую мы не заслужили на долю процента, и также для Своей славы. А мы, как говорил Христос, рабы, ничего не стоящие. Сегодня некоторые проповедники говорят, что жизнь с Богом прекрасна, Он готов излить на нас благословение до избытка. Настоящее Евангелие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Ричард Нибур, богослов XX века, очень четко отразил популярный в наши дни взгляд на путь спасения. Согласно этому взгляду, Бог без гнева приводит людей без греха в царство без суда, через Христа без креста. А вот сам Христос ничего не смягчал, потому что Ему не нужны были толпы, Ему нужны были те, кого дал Ему Отец. И Он без тени сомнения отсеивал тех, кто пришел к Нему из каких-то своих человеческих интересов. Люди хотели, чтобы Он кормил их чудесно умноженным хлебом, а Он сказал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Они хотели сделать Его царем, чтобы Он прогнал римлян, а Он сказал: «Царство Мое не от мира сего». Они хотели, чтобы Он делал то, что приятно плоти, а Он сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Именно этот стих, друзья, является главным в нашем сегодняшнем тексте. «Дух животворит. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». В этих словах представлена главная тема всей главы. Христос накормил многотысячную толпу. Люди решили, что так будет и дальше, но Иисус сказал: «Нет, тленная пища не приносит пользы. Ее ценность ничтожна. Дух – вот что по-настоящему важно. Слова, которые говорю я вам, вот что дает жизнь». Именно после этих слов многие из Его учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. Почему они ушли? Потому что поняли, для своей плоти они от Него ничего не получат. Вернее, получат, да не то, что хотят. Они хотели земных радостей, а Он обещал скорби. Они хотели насыщения тела, а Он предлагал насыщение духа. И Он не стал их удерживать. Почему? Потому что это не имело смысла. Это были неверующие люди. Их Богом было чрево. Они мыслили о земном. Да, Ему ничего не стоило каждый день давать им чудесно сотворенный хлеб. Ему ничего не стоило исцелять все их болезни. Ему ничего не стоило прогнать римлян, устроить им рай на земле. Но это бы не принесло никакой пользы. Духовно эти люди были мертвы, а Ему были нужны живые. Друзья, и нашим главным приоритетом в жизни должен быть дух, а не плоть. Божье Слово, а не материальный хлеб. Истину нам нужно искать усерднее, чем пищу. О своей душе заботиться больше, чем о теле. Последний эпизод показывает, что 12 апостолов, несмотря на все свои человеческие недостатки, были настоящими учениками, конечно, за исключением Иуды.
Когда Христос спросил, не хотите ли и вы отойти, Петр ответил за всех: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Что такое глаголы? Это слова. Почему апостолы не ушли вместе с другими? Потому что они ценили слова Христа. Для них было важно Его учение. Они тоже поняли, что телам придется несладко. Но они также поняли, что дух намного важнее плоти, что вечная жизнь драгоценнее земной роскоши. Они остались, потому что Христос говорил глаголы вечной жизни. И для этого мы приходим в церкви, чтобы слушать слова вечной жизни. В одной большой общине среди молодежи провели опрос. Почему вы ходите именно в эту церковь? Мне не сказали точных процентов, но сообщили первые 3 места. Так вот, первые 3 места заняли следующие ответы. Место 1. Потому что сюда меня с детства водили мои родители. Ответ номер 2. Потому что здесь у меня друзья. Ответ номер 3. Потому что просто так сложилось. Позвали сюда, вот и пришел сюда. А ответ «потому что здесь преподается Божье Слово» или «потому что здесь проповедуется чистое Евангелие» или «потому что здесь правильное учение», по-моему, вообще не прозвучал. По крайней мере, мне такого не сказали. И, братья и сестры, я вижу в этом не просто недочет, я вижу в этом трагедию. Опрос проводился очень давно, больше 10 лет назад. Я очень надеюсь, что сегодня ситуация изменилась к лучшему, но подтверждений, к сожалению, не имею. Впрочем, со времен Христа мало что изменилось. Пастор Андрей Вовк пишет следующее. «Ложные ученики и сегодня скрываются среди истинных. Там, где нет серьезного библейского учения, нет глубокого разъяснения Божьего Слова, они легко маскируются. Но как только начинает звучать чистое Писание, которое идет вразрез с их плотскими ожиданиями, ложные ученики тут же проявят себя. Как и 2000 лет назад, они будут считать библейское учение странным, трудным, слишком твердым, суровым, резким, жестоким. Они будут роптать, жаловаться, выражать недовольство, раздражаться, обижаться, возмущаться и притыкаться. Дорогие друзья, спросите себя, как я отношусь к Божьему Слову? Высоко ли ценю его? Изучаю ли его? Погружаюсь ли в него каждый день? Как я слушаю библейскую проповедь? Что мне интересно? Иллюстрации, примеры, рассказы, статистика, свидетельства или настоящая истина? Как я воспринимаю части учения Христа, которые кажутся трудными, сложными для понимания? Мы относимся к Богу так, как относимся к Его Слову. Если мы любим Божье Слово, значит, любим Бога. Если повинуемся Божьему Слову, значит, повинуемся Богу. Если игнорируем глаголы вечной жизни, значит, игнорируем Бога. Это один из главных показателей того, насколько истинна наша вера. Я очень надеюсь, что вы, подобно Петру, также идете за Христом, потому что Он имеет глаголы вечной жизни. Давайте проверим себя. Какого хлеба мы ищем в первую очередь? Духовного или материального? Не отталкивают ли нас слова Иисуса или другие трудные истины Писания? А еще, давайте и мы будем говорить людям правду, не подстраиваясь, ничего не скрывая, без лести и лицемерия. Бог послал нас возвещать слова вечной жизни, и за последствия отвечает Он сам. Пусть звучит великая Божья премудрость, предназначенная для избранных. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс
22 40 20. Город Брест, 20. Беларусь. До новых встреч!